Переработка мусора и сохранение природы. Возможен ли баланс в этом важном деле? Ученые Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук включились в обсуждение вопроса о будущем строительстве объектов обращения с ТКО. Напомним, для мусора с юга республики планируют построить сортировочный комплекс, полигон и участок компостирования. Эксперты готовы исследовать земельные участки и вынести свой вердикт. Тему продолжит Алексей Корчма. Геологи, почвоведы, гидрогеологи, те, кто разбираются в вопросах экологии в научных институтах, а не на кухне, помогут экспертным мнениям, какой участок выбрать, насколько безопасна будущая переработка ТКО для почвы, воздуха и воды, и есть ли потенциальные риски. При этом ученые признают, мусорный вопрос рано или поздно все равно придется решать. Здесь важно соблюсти баланс и не навредить природе. Продолжать использовать полигон в Дырнице, 5 лет мы используем. Что дальше? Мы перебираемся в другое место и начинаем точно так же складировать непереработанные отходы. Но здесь-то, наверное, лучше в какой-то мере и предупредить образование таких больших полигонов путем строительства, но при этом действительно хорошо подумать о разнообразных площадках. Ранее для строительства объектов по обращению с ТКО для южного куста республики рассматривали 7 территорий. Позже их количество уменьшилось до 4. Это участок недалеко от Старожевска Карткировского района, площадка дальняя в 22 километрах от Мандача, участок в Соколовке и участок недалеко от села Зеленец. Ученые обсудили природные особенности всех территорий и предложили создать рабочую группу по вопросу выбора площадки и оценки возможного воздействия на окружающую среду. Ученые Коми-научного центра не останутся в стороне от данной проблемы. Нам абсолютно всем сегодня понятно, что продолжать жить со старыми подходами, с созданием огромных полигонов по захоронению твердых бытовых отходов мы уже не можем. Нужно реализовывать новые подходы, но, конечно, нужно быть крайне внимательными и соблюдать все необходимые принципы к выбору площадок, к выбору технологий. Площадка с названием «Дальняя» в 22 километрах от поселка Мандыч наиболее удачная из всех предложенных вариантов. Об этом на днях говорили в Общественной палате Коми. Располагается на возвышенности, площадь больше 25 гектаров. Новый объект привлечет на сельские территории большие инвестиции. Будет создано 130 новых рабочих мест. Все это хорошо, уверен ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества при президенте России Александр Точенов. Проблема переработки ТКО в стране не решалась десятилетиями. Экологическим вопросом часто прикрываются совершенно другие темы, проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Вопросы защиты природы переходят в политические вопросы и не идут на службу человеку. И очень правильно, что палата, как субъект общественного контроля, взяла на себя эту деятельность по определению мест, по выработке правильного принятия решений, где и как и что строить. По словам Александра Точенова, выбор площадок для объектов ТКО необходимо делать с огромной ответственностью. Природа ранима, особенно природа северная. После всех инженерных и экологических изысканий проект будущего комплекса с предложениями и выводами ученых вынесут на обсуждение с жителями. Алексей Корчма, Роман Боровиков, телеканал Юрган.